Кечинде жумуштан кеч чыгып, үйгө жетип алуу үчүн такси чакырдым. Автоунаанын арткы орундугунда отурдум. Анткени мурда алдыңкы катарга отурганымда айдоочулар кокустан бутумду же колумду кармаган учурлар болгон. Үйгө жетип калганда айдоочу унааны башка тарапка бурду. Кел бир аз сүйлөшүп отуралы. Чоң эле кыз экенсиң. Сен деле жакындашууну каалап жатсаң керек, деди. Сиз менен жакындашууну каалап жатканымды кайдан билесиз? Эмнеге мынча ишенимдүү айтып жатасыз деп сурадым. Бирок ал айткандан кайтпай туруп алды. Мына мен, ени кардым соо, сага көңүл буруп жатам, деди. Мен шок абалда калдым. Туугандарыма телефон чалып койгонумду, алар күтүп жатканын айтып, үйгө жеткирүүсүн талап кылдым. Бирок айдоочу колдорумду кармап, ээнимден кучактады. Менин коопсуздугума олуттуу коркунуч жаралганын сездим. Мен бир нерсе болуп калсам жооп бересиң деп эскерттим. Айдоочу мени жемелей баштады. Сага көңүл бурганыма ыраазы болушуң керек деп айтты. Андан кийин таксист мени үйгө жеткирип койду. Бирок мен эшиктин оозуна жеткенге чейин коркуп бардым. Жакындарыма телефон чалып, билдирүү жазганым мени сактап калды. Азыр такси чакырсам тартиптүү айдоочу керек деп жазам. Бир нерсе болсо арызданам деп эскертем. Окуп атканда мындай жаман болуп кеттим да. Бир четинен боорум ооруду, бир четинен ачуум да келди. Эмне үчүн ушундай зөөкүрлөр биздин коомчулукта жашап жүрөт, эркин өзүнүн каалаганын кылып, каалаган учурда бирөөгө ушинтип кол салып, ошол жагына бир аз ачууланып кеттим. После аварии я была прикована к постели на 9 месяцев. На 9 месяцев лежала, не могла даже сидеть. Все это время жила с родственниками, просила их помочь мне, пока я не сяду в коляску. Родственники, с которыми я жила, считали меня обузой, унижали и били меня. Я отдавала им всю свою пенсию, чтобы меньше чувствовать вину и заслужить лучшие отношения. Будучи прикованной к постели, я не могла самостоятельно справлять нужду и носила подгузники. Без посторонней помощи я не могла их поменять. Родственники очень агрессивно относились к этому. Матерились, били меня по телу, когда меняли мне подгузники. Мои чувства немножко притупились, потому что этим мы живем каждый день, это мы слышим каждый день. Но пока все это не примется на государственной основе, вот вместо родственников должны быть службы помощи, которые бы оказывали поддержку, помощь. Это должна быть государственная программа. И тогда и родственники они не будут так сильно недолюбливать, то есть они оказывали бы поддержку. Людям с инвалидностью другие нередко хотят помочь. Иногда, совершая помощь, они могут позволить себе лишнее. Как и все наши граждане, я пользуюсь маршруткой. Однажды мне один парень решил помочь подняться по лесенке маршрутки. Он сначала схватил меня за грудь, потом за задницу. Я ему сказала, что он неправильно держит и что он схватил меня за грудь. Водитель стал кричать, что тебе не нравится, он же тебе помог. Люди в маршрутке стали его поддерживать. Я не против помощи, но спросите меня, как это сделать, а не домогайтесь до меня. Девушки с инвалидностью подвергаются двойной дискриминации. Насильники думают, да, она же девушка, она себя защитить не может, плюс я на нее обратил внимание, я же такой мужчина, такой деловой. Им не кажется, что у тебя есть мнение, точка зрения и свои отношения. Было такое, что в маршрутке меня упрекали в том, что ездить в общественном транспорте не для меня. Ты девушка, что ты в маршрутке делаешь, ты же с палочкой ходишь. Ну и что я хожу с какой-то помощью. Каждый раз, когда я читаю такие истории, как будто бы такой ком в горле встает, и тебе тяжело как-то реагировать на это все, потому что ты просто не знаешь, как ты можешь помочь и сделать так, чтобы этих ситуаций было меньше. И очень обидно то, что это происходит даже с людьми с ограниченными возможностями, с инвалидностью.
Потому что если даже обычные люди не могут часто за себя постоять, как-то отстоять свои границы, то для них это вдвойне тяжело, и мне очень жаль то, что в принципе такое происходит. У нас по закону люди с инвалидностью могут проходить без очереди, тем более в госучреждениях. Однажды в больнице я сдавала анализы и попросила пройти без очереди. Все согласились, кроме одной женщины. Она стала ругаться. Твои родители виноваты, что ты такой родилась. Надо было им меньше пить и курить, и ты бы родилась здоровой и нормальной. Я спросила у нее, при чем здесь мои родители? Она стала говорить, что она здоровая и целая, благодаря своим родителям, потому что они не пили и курили, а твои родители, Бог знает, чем занимались. Какая-то супер дикая история. Я думаю, конечно, в нашем обществе нет условий для людей с инвалидностью, поэтому мы их не видим, нам кажется, что их мало, на самом деле их много. Но, несмотря на то, что нет условий, мне кажется, у людей все равно есть не то что солидарность, а больше, скорее, жалость к людям с инвалидностью, и многие люди не стали бы так заявлять. Я очень сильно надеюсь, что это частный случай того, и частный случай, пример, скорее, когда человек себя ведет супер себя неадекватно. Я прям удивлен, что можно такие вещи вслух говорить. Мне стали указывать на родителей, даже не зная историю моей семьи. Я прекрасно знаю, что моя болезнь не передается. Но эта женщина дико защищала, что инвалидность передается от родителей, и что такие, как я, нужно держать в каких-то учреждениях. Мне стало обидно за себя и за семью. Обидно, что наше окружение не знает, что инвалидность практически не передается. Мне очень сильно хочется обратиться ко всем людям, которые думают, что инвалидность – это болезнь, которая может передаваться. Это абсолютная случайность, которая может произойти в любой семье. А люди с инвалидностью, если мы посмотрим, в других странах очень спокойно живут, у них есть все условия, они очень талантливые люди, могут работать, могут учиться. Дело лишь в том, что мы их не видим, а не видим их, потому что нет условий. А думать, что эта инвалидность передается, мне кажется, это полная дикость, какой-то маразм. В 16 лет я потеряла ногу в результате аварии. В 23 года я вышла замуж по любви. Я жила с мужем и его мамой. В его семье стеснялись меня, часто запирали в другой комнате, когда домой приходили гости. Там я тихо пряталась до тех пор, пока застолье не закончится и гости не уйдут. Однажды, сидя за столом с мужем и его родственниками, они все коллективно меня унижали. Они указывали, где мне сидеть, даже если я хотела сидеть на другом месте. Говорили мне: что ты возмущаешься? Скажи спасибо, что вообще здесь живешь. Муж часто поднимал на меня руку, бил до синяков и упрекал: скажи спасибо, что я женился на тебе, что я обратил на тебя внимание. Кем бы ты была бы, если бы не я? Ну, конечно. Кто бы на тебя посмотрел? Ты должна быть по гроб жизни мне благодарна. Я развелась с мужем через 2,5 года, не смогла больше терпеть насилие. То есть они пытаются свои же комплексы транслировать и передавать почему-то Марии. Дело не в Марии, дело вот в них, как они воспринимают человека с инвалидностью. Я думаю, что нужно избавляться от мудаков в своей жизни. И очень круто, что Мария смогла пусть даже через 2,5 года набраться смелости и просто вычеркнуть этого человека, мудака, из своей жизни.